Сәлем, хайырлы моңлы сәгатьтә дуслар. Здравствуйте, любители классической музыки. Мин Рөстәм Камила Һылыу менән һеҙҙе башҡорт классик музыкаһын йәш башҡарыусыларҙың Елкән телевизион конкурсында сәләмләйбеҙ. На отборочный тур телеконкурса «Елкян» поступило 186 заявок со всей республики. В конкурсном туре будут участвовать 44 музыканта в 4 номинациях: фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты и народные инструменты. Вы счастливчики, ребята, поздравляю! Сегодня мы приветствуем участников в номинации фортепиано. Артур Назиуллин, кларнетист, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, народный артист Республики Башкортостан. Шаураз Сагитова, пианист, композитор, лауреат международных и всероссийских конкурсов, заведующая кафедрой специального фортепиано, доцент кафедры композиции Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова. Ильшат Муслимов, скрипач, лауреат международных и всероссийских конкурсов, народный артист Республики Башкортостан. Виктория Симонова, музыковед, старший преподаватель Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан. Артур Гайсаров, кураист, доцент Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, председатель Союза кураистов Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. Фортепиано называют королем музыкальных инструментов. Согласна на все 100. Я сама учусь в классе фортепиано и очень болею за сегодняшних конкурсантов. Сегодня юные таланты республики исполняют шедевры башкирской фортепианной музыки. Искренне желаю всем блестящего выступления. Мы рады видеть вас на торжественной жеребьевке. Эш ҡыҙҙы йәмәғәт, бәйгеселәр йәрәбә тарта. Номинация фортепиано. Участникам предстоит выбрать кораблик и назвать его своим именем. В корабликах спрятан номер. Под этим номером они будут выступать перед жюри. Мне без разницы, какой я кораблик номер вытяну, в любом случае мне повезет. Первый. Поздравляю тебя с успешным выступлением. Мне очень понравилось. И мне кажется, ты немножко как будто бы не рассчитала свои силы в том плане, что очень хорошо ты играешь середину. Очень нежно, красиво. Обычно детки, когда играют эту пьесу, они не успевают там перестроиться. Ты очень хорошо это сделала. Но единственное, вот у тебя крайние части слишком быстрые для нее. Как мне кажется. Очень многие почему-то пытаются сыграть это как можно быстрее. Но не надо так делать, потому что там самое важное – это характер. А так
Здорово, ты начала наш конкурс очень, мне кажется, уверенно, очень ярко. Я желаю тебе удачи в дальнейшем. Спасибо. Я соглашусь с нашей уважаемой, замечательной пианисткой Шаурой Сагитовой. Ты знаешь, мне лично не хватило немножечко ритмической устойчивости в Сабитове. Знаешь, чуть-чуть вот со стороны я это произведение слышал первый раз в жизни. И вот сразу я почувствовал, что не хватает устойчивости ритма. Может быть, там какая-то серединка, еще что-то. Я вот говорю вот то, что мне показалось. А так, в целом, безусловно, приятное впечатление. Мы тебе желаем удачи. Поэтому я Спасибо. тебе желаю удачи. Спасибо. Самирочка, а у меня к тебе вопрос. Поскольку ты сегодня открываешь у нас фортепианный день, и наверняка ты участвовала в других конкурсах, скажи, пожалуйста, как по-твоему, вот на твой взгляд исполнителя, почему нужно такую музыку в нашей республике исполнять, написанную башкирскими композиторами? Ну, потому что надо гордиться своими композиторами. Вот. Это гордость нашего Башкортостана. И мне очень нравится играть их произведения. Хорошо, тогда еще один вопрос. Вот здесь сидят 5 человек. Скажи, пожалуйста, среди нас ты знаешь какого-нибудь композитора? Ну, я знаю Шауру Сагитову, она Правильный пианистка. ответ. Молодец. Хорошо. Может быть, она сегодня, послушав тебя, вдохновится и тоже что-нибудь напишет на следующий конкурс. Поздравляю тебя, молодец. Спасибо. Афарин, Самира. Бик оқшана, һинең бүгенге сыгышың, һин бүген безнең конкурста асып ебәрдең. Бик дәртле, рухлы, и моны явың Виктория Анатольевна бик матур булды. Шуңа сынапта безнең композиторларны горурланыр кирәк һәм уйнар кирәк. Шуның өчен генә һиңа зур рәхмәт. Уйнавың бик яхшы булды, һиңа киләсәктә уңышлар. Рахмет. Самирочка, ты молодец. Я тебя поздравляю. Сразу хочу отметить положительные моменты в твоей игре. Это, прежде всего, отношение к музыке. Для музыканта и вообще для любого человека, делающего какое-либо дело, отношение, оно всегда определяющее. Ты знаешь, еще есть такие моменты. Было немножко такое ощущение, что вот в среднем регистре чуть-чуть как будто кусаешься, чуть-чуть жестковато. Ты помнишь, как в конце пьесы ты мягко на верхушках играла? Ведь патетика, экспрессия, это ведь не означает жесткость, так ведь? Значит, вот и в серединке, и в начале пьесы, где вот у тебя там с форшлагами, да, это не означает, что должно быть жестко. Я бы сыграл это помягче, с такой же экспрессией, с таким же вот, как бы получается, с такими же эмоциями, да, но чуть-чуть, чтобы это не было вот жестковато. Всего тебе самого наилучшего, Самира. Спасибо вам большое. Поздравляю. Самира, я тебя поздравляю и вручаю этот диплом тебе. Спасибо. Самира, как ты выступила? Ну, я считаю, что я выступила неплохо, мне в целом понравилось. Я к этому очень долго готовилась, и вот, наконец-то выступила. А как ты думаешь, в настоящее время наши сверстники слушают классическую музыку? Ну, я думаю, что некоторые да, потому что классическую музыку не стоит забывать, потому что она должна всегда оставаться. Несмотря на то, что вот сейчас будут цифровые всякие произведения, вот, но классическая музыка всегда должна быть помниться, и к тому же она успокаивает, дает сосредоточиться. Белла Фанилевна, а как вы готовите своих учеников к такому конкурсу? В первую очередь, конечно, важно выбор программы. И здесь мы, когда с Самирой решили готовиться на этот конкурс «Элькян», несколько произведений, несколько композиторов. И разобрали произведения, прошли и выбрали то, что именно легло на душу Самирочки. А что для вас значит музыка? Музыка для меня лично Да. это вся моя жизнь. И днем, и ночью. Повезло, номер 2. Надеюсь, это очень везучая цифра, и я выступлю хорошо.
Говори. Михаил, поздравляю тебя с успешным выступлением. Здорово видеть тебя на разных конкурсах, встречать и видеть, как ты растешь. Мне очень понравилось, как ты выступаешь. Ты как-то очень по-взрослому так подходишь ко всему абсолютно. И к извлечению звуков, и к тому даже, как ты выглядишь на сцене, как ты стоишь, как ты сидишь. Это очень здорово. Ты настоящий артист. Спасибо. Но единственное, я хочу тебе такой маленький совет. Он пока тебе не нужен. Но смотри, чтобы он тебе не был нужен никогда. Не слишком сильно увлекайся вот этой слишком подробностью. Потому что иногда бывает так, уйдешь глубоко, потеряешься где-то в звуке, в жесте, что музыка остановиться может. Вот у тебя был там момент, ты вот чуть-чуть не перевалился вот туда, куда не надо. Вот старайся, чтобы этого никогда не произошло. А так, мне кажется, просто, я не знаю, в 11 лет так серьезно, взросло играть, это очень-очень здорово. Желаю тебе удачи. Надеюсь, еще увидимся на других конкурсах тоже. Миша, я тебя поздравляю. Знаешь, очень такое, во-первых, артистическое выступление было, артистичное. То есть ты, очевидно, мальчик талантливый. И та глубина, с которой ты сыграл эту прелюдию, та фразировка, которую ты нам сегодня продемонстрировал, то чувство времени, которым ты обладаешь. Я думаю, очевидно, ты еще не задумывался о таких словах, которые я называю, но они профессиональному взрослому музыканту понятны, и они у тебя есть. Это хорошее, большое качество. Ну и то, что ты себя чувствуешь артистом на сцене, это тоже крайне важно. Вот Шаура правильно сказала, вот ты вышел, и мы сразу поняли, что это такая заявка. Хорошая, крепкая заявка. Я тебя поздравляю и желаю тебе большой удачи. Спасибо. Миша, я тебя наблюдаю на сцене уже не первый раз и вижу, что тебе нравится быть на сцене. И сцена тоже к тебе хорошо относится. Ты знаешь, это обычно бывает взаимная любовь. Но вопрос у меня к тебе такой. Скажи, пожалуйста, а ты видишь свое музыкальное будущее? Кем ты себя представляешь? Или педагогом, или солирующим пианистом? Может быть, ты концертирующий музыкант? Или ты концертмейстер? Вот какая из музыкальных специальностей тебе кажется ближе? Я пока на будущее не гадаю. Миша, ты большой молодец. Очень здорово сыграл. Я могу охарактеризовать твое выступление как с чувством, с толком, с расстановкой. Прям, ну, это вот без пафоса очень здорово. Вот можно тебя спросить, какие пианисты вот тебе больше всего нравятся, кого ты слушаешь, кому стараешься подражать, может быть? Мне вот нравится такой пианист, как Глен Гульд. Вот. Мне он нравится тем, что у него такая особая манера игры. Молодец. Желаю тебе успехов и всего наилучшего. Спасибо большое. Миш, поздравляю тебя. Мне, правда, очень понравилось твое выступление. Ты знаешь, я бы, наверное, добавил, что вот то настроение, то твое отношение и создание образа, который ты сегодня продемонстрировал, чтобы оно было с тобой всегда. Это чрезвычайно важно для музыканта, для творческого человека. Желаю тебе успехов. Я думаю, что все будет у тебя прекрасно. Спасибо еще раз. Поздравляю. Это тебе. Я тебя поздравляю, ты молодец. Спасибо большое. Миш, расскажи, как справиться с волнением? Справиться с волнением очень легко. Надо представить, что ты взрослый музыкант, который уже не раз выступал. А до этого конкурса ты был знаком с башкирскими композиторами? Конечно, я знаю такого башкирского композитора, как Наримана Сабитова. Я играю его прелюдию. Расскажите про Мишу, как он себя чувствует на конкурсах? Вообще Миша вот один из немногих учеников, кто очень любит выступать. Поэтому концерты, конкурсы – это его стихия. Он очень эмоциональный мальчик, и поэтому мне, как правило, всегда нравится,
как он выступает на конкурсе. Мне, если честно, без разницы, какой я номер вытяну. Ведь главное не каким ты будешь выступать, а как ты выступишь. И номер 3. Аэлита, спасибо тебе большое за выступление. Слушай, мне очень понравилась твоя правая рука. Она такая мягкая, ты так здорово ею рисовала краски. Вот мне не хватило в этой пьесе у тебя опоры, земли, левой руки. То есть ты очень красиво вводила рулады в правой руке, птичьи. А вот, собственно, вот этой ночи, вот где это происходит, немножко не хватило. Просто бас нужно брать покрепче и на нем выстраивать всю эту гармонию. Очень красиво, очень выразительно. Спасибо тебе большое. Спасибо. Аэлита, я тебя поздравляю. Знаешь, очень было музыкально исполнен ноктюрн из Могилова. Единственное, чего мне лично как музыканту не хватило, это динамики. Я бы эту музыку играл немножко по-другому, более выразительно и все-таки не в одной звуковой тесситуре, не в одной динамике. Где-то можно себе позволить и поярче сыграть, а где-то можно и потише, то есть, чтобы это было более разнообразно. В целом, конечно, впечатление от ноктюрна у меня очень положительное, но подумай о более яркой динамике в этом произведении, чтобы это не была только водичка, ручеек какой-то. Хочется иногда и более бурную воду послушать. Хорошо? Удачи тебе. Спасибо. Аэлита, я хочу тебя поблагодарить за выбор произведений. Во-первых, вы с педагогом правильно поступили, что показали разные грани твоего таланта. Играй на разных конкурсах, на разных площадках. Каждый твой выход на сцену дает тебе шаг подняться на ступенечку, на которую ты будешь выше подниматься. Удачи тебе, всего самого хорошего на твоем пути. Спасибо. Аэлита, спасибо за выступление. Когда ты играла первое произведение «Ноктюрн», у меня были ассоциации, что я нахожусь, ну, если не на
Каме, не на Иртыше, то на берегу какой-то спокойной, тихой речки. И ты создала этот образ. Да, ночная песня, но ведь ночная песня может быть и у речки в том числе, так ведь? Вот, поэтому совмещение образов и как твое видение, оно очень важно. И то, что ты сумела это передать нам, это очень важно и здорово. Успехов тебе, всего самого лучшего. Спасибо. Поздравляем. Айлита, этот диплом тебе. Как все прошло? Ну, я волновалась, но не слишком. На игру это не повлияло никак. Мне кажется, я хорошо сыграла. Как вы думаете, грамотно подобранный репертуар многое решает? Да, конечно, это очень много решает, чтобы был интересный материал, чтобы нравился ученику. И, в общем, конечно, это большой процент успеха, как подбирается репертуар. Надеюсь, мне выпадет самая удачная цифра. 4.
Эмилия, поздравляю тебя. Ты выбрала такую очень сложную пьесу, потому что, казалось бы, в ней же ничего не происходит. Одна и та же мелодия повторяется много раз. Но очень сложно нарисовать вот эту картинку, вот этого приближающегося события и потом разрешение, да, в мажор. Мне кажется, у тебя очень многие вещи получились очень хорошо. В частности, очень проблемно обычно бывает у всех тянуть вот эту саму мелодию, потому что там ты занят перекидкой рук, всем чем угодно абсолютно. А вот именно это у тебя вышло, как по мне, очень здорово. Мне кажется, было бы легче, может быть, выстроить, если бы ты смелее использовала вот эти все секунды, которые... Потому что это ведь не ошибки, это же специальный образ, да, образ журавлей, наверное, да, зов журавлей, который в конце разрастается в такую большую, можно даже сказать, трагедию. И мне кажется, вот если вот ты именно вот эти секунды используешь как вкусную такую краску, тебе самой будет еще интереснее в этой прелюдии жить. Я надеюсь, что у тебя в репертуаре есть не только такие прелюдии, но и другие тоже, потому что там весь опус очень интересный. Я желаю тебе, чтобы ты его сыграла. Мне кажется, очень хорошо получится. Спасибо. Спасибо. Эмилия, я тебя поздравляю. Очень философская действительно прелюдия. И тебе удалось ее не развалить по форме. То есть она опасная тем, что действительно Шура правильно сказала, очень много повторяющихся музыкальных моментов, и ты ее не развалила. Это было очень здорово, и в принципе, знаешь, я иногда что-то пишу, какие-то пометки себе по выступлению каждого конкурсанта, а тут я сидел и просто погрузился в определенный характер, в который ты нас всех погрузила. С чем я тебя и поздравляю. Спасибо. Я хочу добавить, что помимо исполнения и помимо тех советов, которые ты можешь получить от профессиональных музыкантов, исполнителей, у нас здесь все играющие тренеры, все играющие. И помимо этого ты сегодня сделала очень большое дело. Ты показала в телевизионном конкурсе, а наш конкурс отличается от других, что в обычных конкурсах сидят только люди, причастные к этому, жюри, слушатели, педагоги, например, максимально, и все. А сегодня ты на большую аудиторию показала вот это красивое, сложное произведение замечательного композитора Наримана Сабитова. И спасибо тебе за это большое. Фарин, Эмилия, так по-взрослому, и действительно было погружение. Респект, спасибо тебе большое, удачи. Эмилия, знаешь, на мой взгляд, наиболее тебе удался вот последний эпизод, соль-мажорный, да? И мне было такое ощущение, что именно в нем вот ты как бы подытоживаешь, вот в нем ты нашла себя, в нем уже как-то отступило немножко, наверное, такое волнение, да, и в нем ты растворилась, и тебе было действительно, ты играла с удовольствием. Спасибо тебе за выступление, успехов. Поздравляю, Эмилия. Альфия Рафиковна, сколько вы тренировали Эмилию, чтобы попасть в финал? Ну, мы с Эмилией в течение года занимались. Мы сперва разбирали, конечно, произведение, потом мы вникали в это произведение, потом выигрывались. Очень сильный уровень, очень сильные детки, очень все талантливые, все с чувством играют, все играют с пониманием. Очень высокий уровень этого конкурса. А как ты думаешь, есть ли будущее у башкирской классической музыки? Будущее у музыки будет всегда, а у башкирской наверняка, потому что устраивают всякие мероприятия в честь нее, устраивают концерты. И мы всегда будем любить башкирскую музыку. Я хочу вытянуть номер 6, чтобы посередине будет, так сказать. Номер 5.
Алена, спасибо тебе большое за выступление. Я хочу обратить внимание на то, какая ты корректная с инструментом. То есть все так очень аккуратно прибрано. Так, прям это здорово, это всегда очень приятно слушать. И мне понравилось, как ты одну и ту же фразу играла по-разному каждый раз. Это тоже вообще-то ценно. умение, да. Динамика такая, Да, да. это умение уже из разряда взрослого музыканта. Я тебе хотела просто чисто технически посоветовать. Во-первых, педальку ты берешь чуть рановато. И поэтому ты смазываешь, и сама себя тоже немножко вот так вот, видимо, баламутишь, и вот эти вот тарарам получаются не такие четкие, как вот до этого ты играла основную темку. Просто вот обрати на это внимание. И немножечко у тебя при игре, вот ты поджимаешь пятый пальчик. Уже обращай внимание, чтобы он у тебя был опущенный, потому что он тебе мешает какие-то вещи технически сыграть. То есть ты вот в этой пьесе справилась с ними, а в дальнейшем это может стать немножко чуть более такой явной проблемой. Поэтому вот это вот чисто техническое пожелание. А так, мне кажется, было так здорово, очень образно, очень интересно, с развитием. Мне очень понравилось. Спасибо большое. Аленочка, действительно элегантное исполнение, но я хочу отойти от наших таких профессиональных высокопарных вопросов и задать тебе земной вопрос. А в какой тональности написано твое произведение, ты знаешь? Соль мажор. Так, а сколько бемолей в соль-мажоре? Не помню. Молодец. Там нет ни одного бемоля, там диез. Один всего. Так, чтобы разрядить нашу атмосферу. Все серьезные люди собрались, так глубоко, да, вникают в суть. Я тебя поздравляю, очень симпатично все было. Спасибо большое. Ален, несмотря на то, что ты играла такую ярко выраженную национальную пьесу башкирского композитора Наримана Сабитова, мне показалось, что эта пьеса на тебя похожа. Ты играла так, как будто ты сама ее, собственно, и придумала. Вот иногда так бывает у музыкантов. Смотришь и думаешь, ну вот и музыка, и все так совпадает хорошо, и возникает ощущение гармонии. Спасибо тебе за выбор произведений и за то, что ты его так мастерски, красиво, по-девичьи сыграла. Спасибо большое. Вообще здорово. Прям я соглашусь с Викторией Анатольевной, действительно, прям это твое произведение, оно вот соответствует тебе, твоему возрасту, вот, твоему вот, такой красивой улыбке. Поэтому огромное тебе спасибо за то, И что вам ты принимаешь спасибо у нас тоже. участие. Спасибо. Алена, спасибо за выступление. Знаешь, представление из разряда коротко и ясно. Ну, собственно, вот даже Артур Искандарович подтвердил сразу после твоего, он сказал, краткость сестра таланта. Так оно на самом деле и есть. Ты буквально в какие-то маленькие сроки создала образ, создала настроение, все замечательно, весеннее солнышко, радость на душе. Что еще нужно? Ты молодец, успехов тебе. Спасибо вам огромное. Поздравляю, поздравляю. Алена, это тебе, я тебя поздравляю. Спасибо большое. Как все прошло? Все хорошо. Как ты себя чувствовала в той большой студии? Очень интересно, очень прикольно, и все так... И вообще это я в первый раз все делаю. Это все так необычно, и всякая такая атмосфера очень прикольная. Мне нравится, в общем. Где тебе комфортнее выступать? В телевизионной студии или в концертном зале? Думаю, в зале, потому что в зале не так много камер, и вот эти камеры, они делают такую, как, не знаю, волнуешься, так сказать, вот. Газель Рафаильевна, как привить любовь учеников к музыке башкирских композиторов? Ну, я думаю, надо ходить больше на концерты, слушать и даже, может, преподавателям самим играть, показывать больше ученикам. И тогда они выбирают уже, что понравилось. А башкирская музыка, она, ну, мало кого может не задеть. Она всегда нравится, потому что она душевная очень. Я хочу выбрать самый красивый и аккуратный кораблик. Номер 6.
Камила, спасибо большое. Не знаю, мне кажется, что тебе очень нравится эта пьеса и близка. Ты ее так играешь с таким увлечением, так прям вот краски рисуешь интересные. Скажи, пожалуйста, каких еще композиторов ты любишь играть? Ну, я знаю Касимова, Бакирова, Даутова. Ух ты. А ты именно их играла или тебе просто нравится их музыка? Я играла их, и мне их музыка очень нравится. Ой, здорово, потому что, мне кажется, невозможно заставить ребенка любить какую-то музыку, да? А тут ты прямо с таким отношением играешь. Мне очень понравилось. Желаю тебе удачи в дальнейшем и Спасибо. успехов. Спасибо. Да как раз тоже хочу отметить, Камила, твое движение, да? Как она делает резкие аджитато, такие ускорения, такие музыкантские моменты. Конечно, я бы тебе рекомендовал обратить внимание на мелизматику, Спасибо. чтобы она была более прозвученная, да? Но аджитато и такие темповые ускорения, они были очень такие музыкантские уже, такая заявка музыкантская. Поэтому видно, что произведение тебе нравится. Ты вообще много играешь музыки башкирских композиторов? Ну, да, у меня было несколько. Опыт был, да, уже игры башкирской Да. музыки. А вот и продолжай это дело. Музыка чудесная, ее надо исполнять. Спасибо. Удачи. Камилочка, скажи, пожалуйста, а ты в каком классе учишься в общеобразовательной школе и в какой школе? Я учусь в 4 классе в школе МБАУ номер 69. Понятно. А скажи, пожалуйста, в твоем классе все знают, что ты музыкант, что ты занимаешься в музыкальной школе? Да, не все знают. Да? А они тебя поддерживают в этом твоем занятии? Ну, они не поддерживают, но им нравится на уроке пения, когда я пою. Камила, есть секретик. Надо как-нибудь, когда вы соберетесь своим классом или в школе с учителем музыки поговорить и сказать: а давайте я надену свое красивое платье, выйду и сыграю вам произведение, которое я играла на телевизионном конкурсе. Ты представляешь, как твой авторитет вырастет, и вместе с ним авторитет музыки башкирских композиторов. Ты, пожалуйста, пропагандируй эту музыку, играй не только для себя любимой, для своего педагога, на конкурсах, но еще и потихонечку втягивай в это дело своих ровесников, одноклассников. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Хороший совет. Непременно воспользуйся этим. И я тебя поздравляю с участием в данном конкурсе. Ты украшение очень действительно музыкальное, очень музыкально исполнила данную прелюдию. И я надеюсь, что в дальнейшем ты станешь большим музыкантом. Спасибо тебе и удачи. Спасибо вам. Камила, поздравляю тебя с выступлением. Да. Знаешь, один такой маленький вопрос. Вот скажи, ты, например, когда решаешь какой-нибудь пример, да, или по математике, или, например, написала какую-то неправильную, неверную букву хочешь исправить. Вот как будет более незаметно, если ты зачеркнешь ее карандашом или ручкой и напишешь сверху, либо замажешь штрихом? Я штрихом не пользовалась. Не пользуюсь. Вам разрешено только вот зачеркивать, да? Ну вот я тебе хотел провести такую аналогию, скажем, вот с твоим исполнением, что если ты вдруг совершила ошибку, будет более незаметно, если ты не будешь исправлять и показывать, как правильно. Ну, что-то там не взялось, что-то там, нотка неверна, ну и ладно, и дальше. И это, может быть, кто-то воспримет, как будто так и нужно. Например, человек, который не очень хорошо знает это произведение. Такой вот совет, который касается, наверное, не только тебя, а вот уже были такие выступления, когда было бы лучше, если бы вот ты на этом не зацикливалась, да? Если ты вот сейчас вот к девочкам и к мальчикам выйдешь в коридор и дашь им такой совет, я думаю, они тебе будут благодарны. Спасибо. Спасибо. Успехов. Удачи. Молодец. Удачи, Камила. Камила, это тебе. Я тебя поздравляю. Спасибо. Расскажи, как все прошло? Прошло все хорошо. Я сыграла хорошо. Но я, конечно, поначалу боялась, но потом я стала уверенно играть, и у меня все получилось. Лейсан Наилевна, как вы готовили Камилу к этому конкурсу? Мы узнали об этом конкурсе очень поздно и достаточно за короткий срок повторили старую пьесу.
записались, ну и вот нас выбрали, и мы сегодня здесь, сделали все возможное, чтобы исполнить как можно лучше эту пьесу. Камила, как ты думаешь, у тебя есть шансы на успех? Я думаю, что да, потому что я репетировала много, мне помогал мой педагог. Мне кажется, у меня есть шансы, хотя бы маленькие. Как заинтересовать детей играть музыку башкирских композиторов? Мне кажется, в первую очередь нужно давать пример от себя, то есть больше исполнять самим на концертах, чтобы они слушали и тоже посещали другие концерты. То есть побольше слушать других исполнителей. Осталось не так много корабликов, но я все равно надеюсь на свою удачу. Номер 7. Молодец. Аня, поздравляю тебя с выступлением. У меня вот такой вопрос.
Это произведение ты выбрала сама или педагог? Вообще, да, я его выбирала сама, ну, выбирала вместе с преподавателем. Она мне как бы их обычно играет перед тем, как мы его выбираем, вот, и я выбираю понравившиеся. Ну, здорово, потому что мне так понравилось, как ты с такой любовью смотрела вообще на свою руку, вот когда вела вот эту основную тему, поэтому я и спросила. Показалось, что ты, наверное, сама захотела это произведение взять. А что еще ты любишь играть? Каких композиторов? Я люблю очень лирические такие пьесы, по которым можно там помузицировать, так медленно вот хорошо поиграть. Вот. Но также люблю активные такие, очень громкие, резкие. Ну, то есть, я так понимаю, тебе нравится играть всякие такие образные пьесы, Да, да? контрастные Такие? тоже нравятся. Ну, здорово. Мне кажется, вот как раз с такой активной частью можно так еще хорошенечко поработать, потому что она у тебя немножко такая вздернутая, вот эти вот все куски такие активные. То есть, мне кажется, не хватает вот этой вот спокойствия и уверенности вот в этом, том, что ты делаешь. Ты как будто бы чего-то в этот момент опасаешься или боишься. Это надо играть крепко, уверенно, потому что тут же явно идет такой диалог между девушками, и парнями. Джигитами. Да, вот именно. Поэтому джигит у тебя должны быть такие более коренастые. Уверенные, крепкие, да, я с этим приземистые. согласна. Поработай над этим, хорошо? Хорошо. Удачи. Анечка, расскажи, откуда ты к нам приехала? Я с города Салават, Так. из музыкальной школы юных талантов Владимира Теодоровича Спивакова. Здорово. И сколько лет ты учишься в этой школе? Я сейчас учусь в 6 классе. Вот, пришла Следующий год туда- выпускной у тебя, да? Нет, мы там 8 лет. 8 лет. То есть ты играешь на фортепиано 6 лет? Да, Тебе нравится это дело? конечно, Да. очень нравится. Планируешь дальше продолжать обучение? Вообще планирую, да. Ну, пока еще не решила, куда. И Ну, есть замечательный Салаватский музыкальный колледж. Я тебя поздравляю, желаю тебе большого успеха. спасибо. Аня, скажи, пожалуйста, а в твоей семье есть музыканты, кроме тебя? Нет, нету. У меня мама хотела поступить, когда была маленькая, в музыкальную школу. Вот. Но ее не приняли, ей сказали приходить чуть попозже. Она пришла чуть попозже. Но твоими она, к ножками. сожалению, не пришла. Она вот решила, чтобы я тоже, как бы, можно сказать, исполнила ее мечту. Но я сама к этому тоже пришла. То есть я в детстве любила очень... У нас стоял фортепиано в зале. Вот. Я к нему часто подходила, играла. Вот. Поэтому решила сама пойти. Ань, мне очень понравилась твоя голова. Не столько руки, сколько голова. Потому что ты в музыке многое делала правильно, просто руки чуть-чуть иногда тебя подводили. Вот я тебе желаю, чтобы скорее твои ручки встретились с тем большим багажом, который есть в твоей голове. Видно, что ты девочка умная, начитанная, и ты действительно понимаешь, может, что музыка – это разговор. Вот, например, ты говоришь с человеком и говоришь: а у меня вчера что было? Ой, нет, подожди, я тебе сейчас вот это расскажу. Вот здесь в форме ронда как раз ты все время возвращаешься к образу, который у тебя хорошо получается. Ты, знаешь, сразу так расцветаешь, расплываешь, видно, что тебе хорошо. А там, где технически трудновато, ты стараешься быстрее это пропустить. А ты каждому образу должна уделять отдельное внимание, потому что они все разные. Я желаю тебе больших побед на твоем пути. И передай привет от нас своей маме. Спасибо ей, что она тебя отдала в музыкальную школу. Спасибо большое. Ты действительно большой молодец. Я все образы действительно ярко увидел, поэтому правильно подобранным произведением оно действительно тебе подходит. Если ты выберешь путь музыканта, есть куда расти. Это самое главное. Самое главное, чтобы тебе это все нравилось и чтобы у тебя было желание. Все остальное это нарабатывается практикой. Поэтому я тебе желаю успехов, удачи во всех твоих начинаниях. Спасибо большое. Успехов! Анна, я тебя поздравляю и вручаю этот диплом тебе. Спасибо. Как ты выступила? Что сказала жюри? Я перед выступлением почти не волновалась, выступила, в принципе, так, как я рассчитывала, все было хорошо, все было гладко. Я очень довольна и рада. А чем бы ты занималась, если бы не было музыки?
Наверное, я бы занималась творчеством каким-нибудь. В первую очередь это рисование. Я бы пошла в художественную школу. Мне это очень интересно. Я вот даже до сих пор думаю, как закончу музыкальную школу, пойти заниматься художеством. А теперь вопрос к твоей маме. Лилия Рамилевна, а как вы узнали про конкурс «Илькан»? В прошлом году наш преподаватель Альбина Евгеньевна участвовала уже в нем и предложила выступить и попробовать себя в этом году. Мы, естественно, не отказались, потому что любим телевизионные конкурсы, смотрим, наблюдаем, и нам захотелось поучаствовать. Альбина Евгеньевна, а как сделать так, чтобы участник перед выступлением не перегорел? Вы знаете, подготовка к любому конкурсу – это всегда очень ответственно. И, конечно же, очень важен настрой ребенка. То есть мы стараемся и обыграть программы, и выступать перед различной аудиторией для того, чтобы ребенок испытал какие-то эмоциональные такие разные ощущения и уже на концертное выступление был готов и настроен. Ну и плюс мы всегда, готовясь к конкурсу, обговариваем, на какой конкурс ребенок хочет и готов выступать. Поэтому он тоже сам себя настраивает на это выступление. Далер, какой кораблик тебе нравится? Выбирай. Итак, я выбираю вот этот. Давай посмотрим, какой там номер. И у Далера 8. Далер, как тебе 8 номер? Не знаю, что сказать по поводу номера 8. Это день моего рождения, разделенный на 3. Что еще сказать? Давай наклеим твое имя на твой кораблик. И пускай плывет долго и счастливо. Далер, поздравляю тебя с выступлением таким. Коллеги, надо сказать, что вот эта полька Мусалима Валеева не входит в список самых удобно написанных сочинений, честно говоря. И вот когда играют так ловко и еще и с характером, я всегда восхищаюсь, потому что действительно это непросто. Вот правда, поверьте мне, это очень непросто. И, Далер, я знаю, что ты еще очень хорошо поешь. Мне вот интересно, ты что раньше начал делать, петь или играть? Я помню, я петь и играть начал одновременно. Ого. С 4 лет. Видимо, для тебя это какие-то, наверное, неразделимые понятия. Спасибо большое за то, что твой рояль поет, как и ты сам. Далер, я тебя поздравляю. Мне, знаешь, что понравилось? Что ты так очень обстоятельно и не спеша, и не комкая ее исполнил. То есть это было такое с чувством, с толком и с расстановкой исполненное произведение. Далер, я тебе желаю большой-большой удачи и всего тебе самого хорошего. Спасибо. Далер, сегодня день, когда мы с тобой впервые встретились. Я раньше тебя не слышала, и я рада, что ты
приехал издалека, из города Нефтекамска. И я тебе могу сказать определенно, когда наш конкурс будут демонстрировать по телевизору, я очень постараюсь тебя послушать и посоветую своим друзьям тебя послушать. Потому что действительно за твоей игрой чувствуется глубокий человек, интересный музыкант, у которого есть свое понимание, что может дать искусство. Спасибо, что ты вот именно такой интересный, яркий и незабываемый. Очень музыкальный ты человек, и душа у тебя очень красивая, и вот особенно вот в песне действительно прям раскрылся, и вот поешь инструментом, рояль поет, и прям душа поет. Поэтому спасибо тебе огромное, молодец. Я советую тебе продолжать. Может быть, даже если есть такой талант у тебя, то и сочинять какие-то песни. Если сочиняешь, то продолжай их сочинять, потому что я думаю, песни у тебя будут великолепные. Спасибо огромное. Далер, поздравляю тебя. Поздравляю тебя с выступлением. Те образы, которые ты создал, играя произведения, были созвучны тому, наверное, настроению, которое присутствует в каждом человеке, и во мне в том числе. И это впечатлило. Мне очень понравилось. Спасибо тебе. Дальнейших тебе успехов и удачи. Спасибо. Поздравляем, Далер. Поздравляем. Ольга Александровна, расскажите, пожалуйста, откуда у Далера такая тяга к музыке? Ну, откуда, не знаю, с рождения, наверное. Когда он был маленький, начали мы заниматься с 4 лет. Он занимается вокалом и фортепиано тоже с 4 лет. Нравится ему это очень. Далер, я тебя поздравляю, это диплом по праву твой. Далер, как ты выступил? Выступил я, как мне кажется, хорошо. На одном моменте, конечно, боялся, что ошибусь, потому что в польке Валиева очень много всяких разных скачков там, прыжков, типа... Вы поняли, в общем. Ну а так, в принципе, все прошло довольно-таки круто. Но волнения было немало. 12. 9. Нияз, скажи нам, пожалуйста, откуда ты приехал? Я приехал из Чекмагуша. Ого! Мне кажется, тебя настолько здорово подобрали пьесы, вот особенно «Маленький джигит». Мне кажется, это прямо ровно про тебя. Ты вышел, смело сыграл, очень так ритмично все было, с характером. Мне прямо очень-очень понравилось. Ты прям вот про себя нам рассказал, мне кажется. Давай, удачи тебе, успехов и занимайся много-много. Спасибо. Нияз, а я вот хочу отметить твою правую руку. Знаешь, такие пальчики, такие элегантные, так ты это все ловко и умело делаешь, что тебе надо заниматься. Ты вообще занимаешься дома и как часто ты это делаешь? Я занимаюсь дома часто. Часто? Сколько раз в месяц? Ну, каждый день часа по 3-4 минимум.
Да. Молодец. Молодец. Честный мальчик. Честный мальчик. Вот не меньше. Так, чтобы ты живешь в квартире или в частном доме? В доме. А, в доме. Я хотел сказать так, чтобы тебе соседи стучали по батарейке и говорили: «Нияз, хватит уже!» А ты нет, и продолжал бы заниматься. В общем, надо заниматься много, у тебя, я думаю, все получится. Ты молодец, Нияз. Афарин Нияз. Прям бәлекей генә егет, осылай мықты, кәүдәле, һәйбәт итеп фортепианоны емерәйәдең, но емермәдең. Молодец. Котлайым һине. Алдағы һинең ижади тормышыңда тик уңыштар гына юлдаш булсын. Шуңа афарин, рәхмәт. Пожалуйста. Нияз, ты молодец. Я думаю, что Рафаэль Габдулхаевич был бы очень рад, если бы увидел, вот, и что такой маленький джигит исполняет его одноименное произведение. Тебе вырасти большим, хорошим пианистом, чтобы все у тебя было хорошо. Спасибо. Успехов тебе, Нияз. Спасибо. Поздравляю. Нияз, как так получилось, что ты увлекся классической музыкой? Я увлекся музыкой, потому что мне понравилось его звучание и уроки Резиды Мунавировны. Ты самый молодой участник на конкурсе. Как тебе конкуренты? Конкуренты очень сложные. Я думаю, что я их побежду. Резида Мунавировна, как заинтересовать нас, молодежь, классической музыкой? Ну, во-первых, классическая музыка, она вечна, и ее будет любить любой возраст, хоть молодежь, хоть взрослые. Ну, просто слушать. А очень много красивых произведений, которые могут заинтересовать любого слушателя. Я вытяну корабль, на котором поплыву по музыкальному течению. 10.
Лида, поздравляем тебя с успешным выступлением. Хочу сказать спасибо за то, что ты представила такие интересные сочинения, которые, вот, например, лично я никогда до этого не слышала. Хотела я спросить, сколько лет ты играешь на фортепиано? Ой, я занимаюсь в 6 классе. В 6 классе. А ты планируешь дальше продолжать? Да. Здорово. Именно по музыке, как пианистка? Да. Понятно, потому что мне кажется, что налицо такой вот интерес к тому, что ты делаешь. Ты так переживала каждую нотку, которую играла. И у тебя, по-моему, все открыты дороги впереди твои. Удачи тебе, успехов. Спасибо. Лидия, я хочу сказать тебе спасибо. Очень музыкально ты исполнила произведение «Memory». Очень музыкально. Потому что, знаешь, такое тонкое, с такими своими переживаниями. Вот меня это прям тронуло. Единственное, что я бы хотел тебе порекомендовать, это играть более полновесным звуком. Осторожничала. Публика чувствует, когда музыкант осторожничает. Не давай нам, публике, почувствовать, что ты чего-то там опасаешься. Ты должна быть уверенная. А то, что Шаура тебе сказала, тебе обязательно надо продолжать заниматься музыкой. У тебя это точно получится. Я тебе желаю большой удачи. Спасибо. Лида, по тебе видно, что ты человек тонкой душевной организации. Скажи, пожалуйста, ты помимо нашего конкурса на каких-нибудь других музыкальных соревнованиях принимала участие? Да, я участвую во многих музыкальных конкурсах. Очень хорошо. А скажи, пожалуйста, мне вот просто интересно, как одному из членов жюри, тебе часто жюри после выступления говорят: поздравляем, ты такая молодец, нам так понравилось, или они просто сидят так, слушают, тебе там что-то пишут? Они обычно просто сидят и пишут, а потом просто говорят, какие места. И вот прям ставят перед фактом. Вот видишь, как хорошо, у тебя сегодня одновременно и такая моральная поддержка, и тебе дают какие-то советы, знающие музыканты. В музыке вот в том-то и весь секрет, что нужно помнить про все, про руки, про ноги, про голову, про образ, как ты выглядишь, как себя ведешь, как тебя слушают. В общем, ты такая многозадачная сейчас получила такой совет. Ну, конечно, мы тебе желаем успехов и встретимся с тобой на музыкальном поле еще не раз. Спасибо. Я поддержу Викторию Анатольевну. Действительно, ты большая молодец. И музыкант — это не просто играющий музыку, еще артист. Если ты выходишь на сцену, на конкурсную сцену, то надо играть не только музыку, непосредственную музыку, но и прям давать образы, но еще и артистизма. Вот можно некоторые огрехи замазать так штрихом, как мы вот уже кому-то говорили, какой-то улыбкой красивой. Поэтому все используй, весь свой арсенал, у тебя все есть, и удачи. Спасибо. Лида, я думаю, что важно как знать, с какими мыслями, о чем писал как сам композитор, автор произведения, так и то, что ты думаешь и чувствуешь в этом произведении. Также важно создавать свои образы, они обязательно должны присутствовать. Память о чем? О каком-то, наверное, сокровенном событии, так ведь? О чем-то важном в жизни. Этого как раз-таки чуть-чуть не хватило. Думаю, это надо было еще более явственно показать. А так, успехов тебе, спасибо. Всего самого наилучшего. Молодец. Лид, расскажи, нужны ли такие конкурсы, как Елькан? Я считаю, что нужны. Люди учатся работать на камеру, презентовать, подбирать качественный материал. Эльвира Ингелевна, как вы оцениваете шансы Лиды на успех? В целом Лида, конечно, сыграла очень хорошо, но будем надеяться, что надежда есть на финал. А как воспитывать учеников, чтобы они любили такую классическую музыку? Мой преподаватель в училище мне привил любовь к башкирской музыке, и, естественно, я пытаюсь приучить своих детей полюбить башкирскую музыку, потому что она очень красивая. Я вытяну самый красивый кораблик. Цифра 11. Барабаны.
Молодец. Настя, спасибо тебе большое за выступление. Мне очень понравилось, как ты здорово, интенционно выстроила вот эту основную фразу. Она у тебя была такая круглая, такая красивая, и ты каждый раз ее рассвечивала по-разному, вот этими интервалами в левой руке, да? Я хочу тебе только совет дать насчет мелизмов. Вот у тебя, когда в серединке мелодии, вот эти форшлаги, они прослушанные, пропетые, а вот тот, который наверху, где си до си, ты его каждый раз как-то так почему-то мимо проходишь. Не бойся его пропеть, это же вершинка мелодии. Ты туда идешь, и поэтому получается, что он обращает на себя внимание, что он какой-то вот немножко из другой песни как будто туда забрел. Вот. А так, мне кажется, еще можно смелее быть с педалью здесь, использовать ее не только как способ продления звука, а именно красочные ее свойства раскрыть. Мне кажется, вообще хорошо будет. Чем ты еще занимаешься, кроме музыки? Ну, тэквондо. Тэквондо? Может, у тебя еще и пояс какой-то есть уже? Какой? Лёта зеленый. О, видали, какие у нас музыканты нынче? Опасные. Здоровые, спортивные. Вот, желаю тебе удачи, занимайся много-много и с удовольствием обязательно. Настенька, при том, что ты у нас профессиональная тэквондистка, я хочу сказать, что очень нежное было исполнение этой прелюдии Наримана Сабитова. Это очень такое трепетное, чуткое. Прям мы все такие, члены жюри, сейчас такие душки прям после твоего исполнения. Прям такие душки. Поэтому спасибо тебе за такое нежное исполнение такой красивой пьесы. Вам спасибо. Настя, поскольку у тебя есть уже успехи и в спорте, и в музыке, вот обращайся сейчас не к нам, не к жюри, а представь, что тебя слушают твои ровесники, тебя будет очень много людей видеть по телевизору. Скажи, пожалуйста, какие ты видишь плюсы в жизни музыканта? Ну, ты развиваешь свою методику, разум, развиваются оба полушария, левое и правое. Молодец. Еще это преодолевает страх немножечко. И в конце нужно сказать, ну это просто красиво. И еще способ надеть такой наряд. Ну, ты, когда ходишь на борьбу, наверное, не так выступаешь, да? Этот ведь наряд тебе больше нравится? Значит, все-таки чаша весов склоняется в пользу музыки, да? Настя, знаешь, было примечательно то, как ты вышла и поклонилась. Мы вот с Викторией Анатольевной переглянулись и улыбнулись. И я для себя, я про себя подумал. Это было похоже на приветствие мастеров восточных единоборств. Когда вот человек делает поклон, но в то же время он взглядом держит под контролем своего противника. Мало ли, что он там выкинет. Не бойся, мы здесь все доброжелательные, все хорошо. Я надеюсь, что и в дальнейшем у тебя будет все очень музыкально и спортивно. Спасибо. Спасибо. Поздравляю. Настя, кто у тебя самый строгий критик? Наверное, моя сестра Даша. Она очень любит говорить то, что я играю неправильно, но она очень права, потому что, чтобы помочь мне сделать и стать лучше. Как ты думаешь, что Даша скажет сегодня? Наверное, она скажет, что я молодец. И в любом случае, если даже я не прошла, она меня, наверное, похвалит. Ирина Валерьевна, скажите, сколько Настя готовилась к этому дню? Для нас это очень значимый день. Мы очень рады, что Настя прошла во второй тур и приняла участие в таком замечательном конкурсе. Она много занималась и готовилась. Я считаю, что нам очень повезло с педагогом. Настя и Даша, они обе обучаются у Качкаевой Ларисы Петровны, преподавателя детской музыкальной школы номер 1 имени Наримана Сабитова города Уфы. Лариса Петровна замечательный педагог, и мы ей очень благодарны, что она и любит детей, и занимается с ними высокопрофессионально, и с душой, и с теплотой. Будет интересно, какой номер мне попадется. Номер 12.
Поздравляем тебя с прекрасным выступлением. Вот я даже не побоюсь такого слова, потому что, ну, когда с первой ноты слышно, что перед нами артист, музыкант, который не просто выполняет какие-то задания, задачи, какие-то фразы, который просто выходит и играет. То, что он хочет, то, что он думает, как он хочет. Просто, мне кажется, очень здорово ты выстроила эту пьесу. Такие получились контрастные у тебя разделы. И причем, знаешь, не просто вздернуто контрастные, а очень обдуманно, осмысленно, как-то вот все на месте. Потрясающе, мне кажется, вообще здорово. Единственное, вот в самом начале, может быть, потому что ты как бы не привыкла к этому инструменту, мне кажется, ну, можно чуть более плотным звуком, да, потому что ты немножко как будто бы в воспоминаниях сначала где-то эти звуки, а все-таки они же здесь. Мне кажется, не надо бояться было звука, а так просто у меня сплошные положительные впечатления. Спасибо тебе большое за то, что ты так замечательно завершила наш конкурсный день сегодня. Да, Самирочка, действительно приятно, что номинация фортепиано, коллеги, да, завершается замечательным выступлением уже профессионального ребенка. Уже даже тебя и ребенком ты не назовешь. Что уже профессиональный музыкант, который делал очень много интересного, очень много профессионального музыкантского своего. И действительно, вот закончилась номинация. Мы видим прекрасного музыканта, который закрыл сегодняшний наш день пианистов. Я тебя поздравляю и желаю тебе большого-большого успеха. Спасибо. Самира, я знаю, что ты во всех областях, к которым прикасаешься, ты стараешься достичь всего самого лучшего. Это заметно потому, как ты растешь. Я тебя помню еще совсем маленькой девочкой. Мне нравится, что ты человек такой серьезный, и ты не поддаешься вот этим фанфарам, потому что ты давно играешь хорошо, лучше многих. Но сейчас ты вышла и спокойно, скромно, с чувством собственного достоинства сделала свое дело. Я надеюсь, что мы с тобой встретимся, может быть, в финале. Интригу такую заложили. Действительно, Самира, спокойствие было от уверенности. Вроде произведение и небольшое, а все смогла, что умеешь показать, и тебе за это большое, огромное спасибо. Ты молодец. Спасибо. Самира, поздравляю тебя. Спасибо. По-настоящему, уже коллеги это отметили, и это очевидно, настоящее взрослое выступление и подача, и то, как ты себя держишь на сцене. И очень приятно, когда можно говорить о таких вещах уже на нашем профессиональном, скажем так, языке, как туше, скажем, замечательный, который ты продемонстрировала. Вот. По поводу техничных, быстрых эпизодов, мне добавить нечего, было просто все замечательно, это было 10 из 10, на мой взгляд. Что касается мажорных частей, света, наверное, его всегда чуть-чуть маловато. Стремись к тому, чтобы он был бесконечным, ярким, всеобъемлющим и потрясающим. И потрясающего тебе будущего. Спасибо. Поздравляю. Поздравляем. Самира, я тебя от всей души поздравляю и вручаю этот диплом тебе. Спасибо. Как ты выступила и что сказал жюри? Жюри сказали мне, что я выступила очень хорошо, похвалили меня. Сказали, что начало можно было играть несколько посветлее, но в основном все прекрасно. А кто выбрал твой репертуар? Мой репертуар выбирала мне моя прекрасная педагогиня Валентина Ивановна Старикова. Валентина Ивановна, а почему вы выбрали именно эту композицию? Я могу сказать таким образом. Мне нравится вообще произведение и творчество Рафаэла Касимова. Я его очень хорошо знаю как хорошего пианиста, прежде всего, потому что мы были однокурсниками.
и он хорошо знает фортепианную фактуру. И он очень человек талантливый, и пьеса, это произведение, оно такое многогранное. Там есть края лирический, эпос, как бы там Башкирии, драматичная такая середина, напористая, активная очень. И потом это проверено, я не в первый раз даю эту прелюдию, с удовольствием ее даю, потому что ребята ее чувствуют как-то, драматизм этой пьесы, эмоционально ее исполняют. Технически она достаточно сложная. Ну вот Самира, слава богу, она уже, так сказать, располагает таким пианизмом, что может вот это непростое произведение исполнить. А как вы готовили Самиру к этому конкурсу? Отправили запись, она прошла, и тут начался штурм. За короткое время надо было очень хорошо представить, и, вот, так сказать, пианизм, она же и, так сказать, и за автора, и за себя, и за школу, за всех в ответе. Ну, не то, чтобы в ответе, потом она ее очень любит. И когда любишь и влюблен в это произведение, тогда с большим энтузиазмом ты работаешь над ним, с тем, чтобы это хорошо получилось. Ну, а судить будут те слушатели, зрители, которые услышат и оценят. Ребята, какое крутое событие вас ждет? Это точно. Финалисты будут играть в сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Объявляем финалистов открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкен». Михаил Панов, детская школа искусств имени Виктора Пегова, город Уфа. Далер Курбаншоев, детская музыкальная школа, город Нефтекамск. Самира Алиулина, средний специальный музыкальный колледж, город Уфа. Моң деңгейден де осырашқанға тиклем. До новых встреч!